с нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция Европейская солидарность, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Ахтемага, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Ахтемага, как оцениваете сегодняшние облавы в Крыму? Оцениваю как планомерные действия оккупанта на территории нашего Крыма и оцениваю беззубость новой власти, оцениваю попытку серьезного давления, вернее, не попытку, а вот место серьезного давления на террориста, государства, Россию и Путина лично, попыткой представить обществу Украины активные действия только в области обмена. И причем обмен сопровождается достаточно такими унижительными действиями. И считаю, что, как я уже часто говорил, Путин никому не даст расслабиться. То есть Путин в очередной раз всем показал, что пока он контролирует оккупированные территории, люди для него – это материал для спекуляции, материал для давления на Украину, материал вообще для ведения войны против Украины. Ахтемага, мы знаем, что скоро намечается очередной обмен или взаимное освобождение заключенных, установленных заключенных между Россией и Украиной. И мы знаем, что в этот список включены и крымские татары. Но видим сегодня, что Россия, оккупанты в Крыму снова задержали крымских татар. Мы знаем, что в Крыму 400-500 тысяч наших соотечественных проживает, и все заложники. И поэтому завтра могут и 100, и 200 задержать. Поэтому будут новые заложники. Каким образом можно остановить весь этот беспредел, произвол, которые производят оккупанты в Крыму? Поэтому я говорю, что вместо того, чтобы вот эти чуть больше месяца, которые внешне, казалось, ситуация немножко успокоилась, вместо того, чтобы использовать это время для усиливания давления на Путина, мы получили абсолютно такой унизительный формат нормандский. После этого мы получили Мюнхенскую площадку, достаточно такую не мобилизирующую суспільство Украины на борьбу против врага, а наоборот деморализующую, дефокусирующую от прямых военных действий России против Украины. То есть мы очень помпезно, я имею в виду новая власть, очень помпезно нам представляла, что за все 6 лет войны был самый крупный такой обмен, и тем самым отвлекли внимание, произнесли такие месседжи, что нам высшая ценность – это человеческая жизнь, а мы, как крымские татары, мы прекрасно понимаем, что в Крыму, вытащив там любой ценой несколько человек, мы взамен получаем каждый день аресты и вот эти сумасшедшие сроки. Тут очень важно, чтобы власть перестала в иллюзиях держать народ Украины, а активизировала действия на давлении на наших европейских партнеров на Путина. Потому что правильно было вами сказано, что мы заложники сегодня, вот наш народ, это вот сейчас Крым, это большая такая военизированная колония строгого режима. И тут без серьезных действий власти нашего государства по убедительным таким шагам по давлению на Путина, которое будет, естественно, концентрировать внимание в вопросах деоккупации Крыма, мы из этой западни не вылезем. Шов Сагул, заместитель председателя Меджлиса, народный депутат Украины, был с нами на прямой связи.